Дети у нас летом ходят здесь, лагерь бывает. И мы очень рады, что здесь проходят такие у нас лагеря. Дети, мы знаем, что у нас здесь под присмотром. Они учатся, ислам проходят. И мы очень рады этому. Наши дети не бегают по улицам, не шляются, не шатаются, плохими делами не занимаются. Именно учатся тому, что нужно, ислам проходит. И мы свободные дома, и очень радуемся этому. И проходят у нас праздники здесь, и бывают, Мевлюд проходит. И бывают у нас, когда ураза, у нас все время ифтар здесь, очень большие ифтары бывают, почти на 1000 людей ифтар проходит. И это у нас таким дружно очень проходит. Мы рады этому. И на джума намаз мы все время здесь собираемся. И, кроме джума намаза у нас в воскресенье проходят уроки. Очень хорошие, большие уроки исламу у нас проходят. И мы рады этому. Рады, что у нас здесь такое открыто всегда. Все благодаря Ридвану. Благодаря Ридвану мы научились читать. Мы все читаем. Я в 97-м году приехала, и я сразу пришла. Мой ребенок пришел сюда учиться, Марленчик. За ним я пришла. И вот женщины, все мы пришли, мы научились читать. Он нас учил, мы все время были здесь. И никогда мы не видели, чтобы какая-то пьянка, чтобы руготня какая-то. Мы сплотились здесь, весь наш народ. Мужчины, женщины, все мы здесь только учимся хорошему, учимся читать, намаз делать. Все праздники, все мусульмане собираются. Хорошее, много народу собирается, мы все это проводим здесь. Никогда никакой пьянки, никакой гулянки здесь такой не бывает. Это неправда, это выдумали, это против настраивает наших мусульман. Это нехорошо, этого нельзя делать. Мы должны сплотиться наоборот. Мы сплотиться должны, мы друг друга поддерживать должны. Нам тяжело, мы идем сюда, в мечеть идем. Мы никуда не идем, мы идем в мечеть. Так, вот я, например, знаю Ридвана с первых дней. Мы с первых дней, вот он был самым молодым, нашим учителем, он наш был. И я хочу сказать, ни одного, 17 лет, в течение 17 лет, не только я получила исламскую религию, я ушла вглубь, зная столько, сколько я не знала за свои 50 лет до этого прожившей. Конечно, 70 лет советской этой власти, религии не было, мы не знали. А когда мы узнали, увидели, что нам преподносят знание ислама, мы с удовольствием, вот сюда с удовольствием ходили. Вот ее сына, он обучал, сейчас он закончил, он уже первоначальную школу здесь прошел, Турцию прошел, сейчас Аллаха шукур ходит по этим, он знает, обратитесь к этому мальчику, он скажет вам это, почему считать, что у нас не пускают сюда в джами. Круглый год, двери открыты. С Симферополя приезжают, у нас какие праздники бывают? Какие праздники бывают? Гости с Бахчисарая приезжают, люди с Салушты приезжают сюда и встречают, и Ридван их встречает. Самое главное, что Ридван встречает, мы встречаем, мы рады этому. Да, вот еще вот это вот, я, вот и она свидетель, она свидетель. Да. Вот когда первоначально Ридван был у нас открытая мечеть была. Открыто. Потом, когда Ридвана забрали в муфтият, в Симферополь, 2 года, или 2 года, не помню уже сколько, 2 года это точно, у нас джамы был закрыт. Как не придешь, двери на замке, дверь закрыта. Мы только попадали на джума намаз. А сейчас у нас открыто, у нас, понимаете, вот даже вот где это муфтият был тогда, когда вот первые годы, по грязи, вот этот, как ее, Селим, Ридван, по грязи месили, людей звали, в каждый дом заходили, приходите, пожалуйста, приходите, в любой день, в любой час. Вот 4 поля, тогда еще только 4 поля было, еще не было тех полей. Вот они ходили по грязи вот так вот прям в галоши, и все равно вот здесь чистились, и вы заходили сюда. А как на теравих намаз ходили мы сюда? Здесь была холодина, такая холодина была. Вот да, сядем вот здесь, мерзнем, да. Но мы ходили, потому что он нам дал эти знания, что надо делать. Ни один день не пропускали теравиха намаза. Скажи.
Вот Ридван уже сделал окна пластиковые, утеплил очень. Вот организовал, да. Ганиев Тимур Якубович. Бисмиллахи рахмани рахим. В своей жизни я увидел очень многого благодаря Велиеву Ридвану. Я обучался, можно сказать, с детства. В моей семье, благополучной семье вырос. И мои родители, и у меня самого было большое желание учиться, обучаться религии ислам. И во втором, в третьем классе буквально я узнал, что преподаются религии, даются знания о религии. Еще когда Велиев Ридван был имамом в городской мечети в городе Евпатория, я ходил и получал знания по религии. В 2007 году, благодаря ОДЖ, я поехал в Киев и обучался в Киеве. Я для себя не увидел ничего нового, то, что мне говорили дома, как мне объясняла моя бабушка, мои обычаи, наши обычаи крымско-татарского народа, наши обычаи, как правильно читать маулид, как намаз правильно читать. Я для себя там новшества не видел. Я являюсь первым студентом в этой мечети, так как я отучился в Киеве, потом переехал сюда, обратно вернулся. И благодаря этому народу, который живет в микрорайоне Исмаил-Бей, получилась очень приятная атмосфера в самой мечети, благодаря народу, который приходит и дает поддержку. И вот то, что мы здесь видим здесь, это все благодаря народу. Мы здесь обучаем, стараемся, чтобы они тоже давали знания тем, кого мы не знаем, и звали сюда тех, кого мы не знаем, и ходим, делаем, даем правильные знания о религии ислам.